Часто в разговоре с другими родителями мы рассуждаем о том, что наши дети не такие, как мы, они другие. Они иначе смотрят на мир, у них свои отличные от наших ценностей и приоритеты. Они растут без страха перед авторитетами. Да мне вообще все пофигу. Как-то я пригрозила своей маленькой дочери, что поставлю ее в угол. Знаете, что она мне ответила? Угол? Но я же оттуда просто выйду. И все. Макаренька из меня не вышел. А что я сделаю? Ну и все. Футурологи нас успокаивают. Этих маленьких людей ждет совершенно иное будущее. Жизнь, которой не было ни у кого из ранее живших на планете. Безупречный баланс, эталон гармонии. Это Джанло Шоу. Меня зовут Наджия Фими. Сегодня поговорим о поколениях и детях Альфа. В теории поколение – это совокупность всех людей, рожденных в промежуток времени длиной примерно 15, 20, 25 лет. Минут 10, 15, минут 5, 10, 5. 5-7 тысяч поколений – столько существует биологический вид Homo sapiens. Долго ли? 250-300 поколений назад появилась человеческая цивилизация, письменность, чиновники и деньги. Цифры выглядят уже не такими огромными. 100 поколений назад – появление христианства и одновременно расцвет Римской империи. Уже гораздо ближе к нам. Нет! Нет! Первая мировая война, несколько революций, кинематограф и самолеты. Совсем недавно, всего 5-6 поколений назад. Вот наша точка отсчета. Okay, let's go. Вплоть до 20 века подавляющее большинство людей жили сельским хозяйством. Жизнь зависела от природных циклов. Каждый год одни и те же действия. Давай по новой будем делать. Те, кто жил дольше, чем другие, имели больше опыта и знаний, и их ценили и уважали. Добавьте к этой картинке страшные вещи вроде голода, войн и эпидемий. Те, кто выживал, после этого обладали абсолютным авторитетом. Они могли рассказать другим, что нужно делать, чтобы выжить и жить. Но эта система отношений сломалась внезапно. Людей, родившихся в 80-х-90-х годах XIX века, принято называть потерянным поколением. Гибель старого общества стала символом их эпохи. Промышленная революция требовала человеческих ресурсов. Люди уезжали в города, разрывая родственные и соседские связи, на которых держалось патриархальное общество. В Москву ехать надо. Промышленность требовала хороших и образованных кадров. Дети массово шли в школы. Они учились читать и писать. Их учили доверять книгам. Личный опыт старших и разговоры о жизни перестали быть единственно верным источником информации. Но это еще не все. Появилось понятие «свободное время», которому не было места в христианском образе жизни людей. У людей появилось время на самоанализ и саморазвитие. Делать что ли больше нечего? Иди. Каждое поколение – это неповторимая эпоха. Уникальность поколений легко показать картины из жизни одной семьи. Представьте себе типичный постсоветский город-миллионник. Здесь живет мужчина, который относится к поколению X. Я мужчина твоей мечты. Ему повезло родиться в 70-м году, когда потребительское отношение к детям осталось в прошлом. Он был уже достаточно взрослым во время перестройки и распада Советского Союза. Я мужчина, хоть куда. X не доверяет государству, властям и любым источникам информации. X – это скептик. Его учили доверять книгам, но он слишком прагматичен, чтобы все время их читать. Он еще верит в важность карьерного роста, но вместе с тем он понимает, что реальный заработок важнее, чем формальные должности. Нужно больше золота. X был уже взрослым, когда впервые познакомился с технологиями персональных компьютеров и мобильных телефонов. Я слишком стар для всего этого дерьма. Ключевой момент. Поколение X – это последнее поколение, которое успело увидеть мир эпохи до интернета. Они не просто видели, как рождались технологии. Эти люди сами меняли мир. Естественно, X понимает важность цифровых технологий, но четко разделяет интернет и реальную жизнь. X может неделями не заходить в социальные сети. В интернете он предпочитает анонимность и не понимает людей, показывающих всю свою личную жизнь каким-то там френдам. А зачем? Ну как это? Зачем? У него есть компания друзей, и эти живые отношения играют очень важную роль в его жизни. Вот это, конечно, друзья! Настоящие! Настоящие! Еще одна деталь для картины этой семьи. X женат на женщине из поколения Y. Она родилась в 1988 году.
На 5-й день рождения ей купили игровую приставку. А в 13 лет Y познакомилась с персональным компьютером. В 14 она уже сутками сидела в чатах и СМС-переписках. Да, Y родились одновременно с цифровыми технологиями. Когда Y были подростками, они легко приняли новые технологии в свою жизнь. Они похожи на иксов тем, что способны отделять реальность от мира цифровых технологий. Или нет? Y – это переходное поколение. Среди них есть те, для кого важнее признание друзей и реальное общение. Но среди них очень много тех, чей круг общения – это виртуальные френды и паблики в социальных сетях. Для Y очень важны общие интересы, в отличие от X, компании которых могут быть максимально разнообразными. Черные, белые, красные. Еще одна черта – для Y не важна карьера. Они не понимают статусность должностей. Наша Y была достаточно взрослой, когда начался экономический кризис 2008 года. На ее глазах сотни людей теряли работу, а пафосные начальники превращались в обычных менеджеров. Что за ужас тут творится? Если вы слышали такое определение, как миллениалы, то это тоже про поколение Y. Психологи говорят, что эти люди скептики, но спонтанны. В одной ситуации они не поверят школьным учебникам, в другой поверят ораторам с YouTube. Миллениалы. Именно так их называют, потому что Y родились накануне смены тысячелетий. Это символ их поколения. Изучаем нашу семью дальше. Старший сын XY – это Z. Y познакомилась с X именно ВКонтакте, то есть Z родился благодаря соцсетям. Он цифровой абориген. Он вообще не застал мир эпохи до интернета. А что, если Y и Z – это всего лишь плавный переход от серьезных и прагматичных Иксов 20 века к совершенно новым людям? Поколение Альфа. Предыдущая нумерация закончилась на Z, и теперь началась заново. Давай по новой будем делать. Наш X и его жена Y родили дочь Альфу, скажем, в году 2017. Жизнь Альфы была оцифрована еще до ее рождения. Здесь уместно вспомнить смешной мем. «Я помню твою мать в положении. Помню, как зубы прорезались. Помню твои первые шаги. Помню, как ты таскала кота за хвост. Простите, а вы кто? Так я же подписана на твою маму в Инстаграме». На самом деле Альфа вряд ли удивится, встретив человека, который видел все ее детские фото. Жизнь Альфы полностью срослась с интернетом и смартфоном. Она еще не умеет читать, но уже активно ищет мультики с помощью голосового поиска. И, к изумлению своих бабушек и дедушек, лучше них управляется со смартфонами и вообще любыми другими гаджетами. Четко. Умеете. Могете. Благодаря развитию медицины у нее отличные шансы дожить, по крайней мере, до 22 века. И до 100 лет будет смотреть любимые мультики. В отличие от своего отца, Икса. Папа, например, застал времена, когда не все доживали до 60. А в подсознании у него нарисована четкая грань между детством с мультиками и играми и взрослой жизнью. У Y эта граница и детской, и взрослой жизни частично стерта, а у поколения Z и Альфа от этой линии не останется и следа. Возможно, Альфа не доживет до открытия биологического бессмертия. Но она точно доживет до изобретения цифрового бессмертия. Ведь даже сегодня современные нейросети способны создать и навсегда оставить в интернете цифровую копию человека. У Альфы, как и у любого другого, есть свой маленький персональный мир – информационный пузырь. Личный интернет, подчиненный вкусам и желаниям. Каждое действие Альфы делает ее цифровой след все более выразительным. Но это еще не все. Альфа родилась накануне создания метавселенных. Речь идет о гибриде социальных сетей и виртуальной реальности. Помните, недавно Цукерберг официально объявил о том, что Facebook становится мета. А на самом деле движ в этом направлении идет уже давно, не первый год. Крупные бренды вроде Adidas или Nike уже вовсю регистрируют бренды и создают диджитал-одежду. Вы не поверите, там даже участки продаются. Если раньше тема виртуальных миров была в тренде у писателей-фантастов, то теперь это уже совсем не фантастика. Люди смогут уходить в виртуальный мир и не возвращаться в реальный. И может ли Альфа противостоять таким странным соблазнам? Ведь она, как и большинство людей этого поколения, явно будет лишена духа соревновательности и бунтарства, который был у их отцов. Уже у Y эти черты стали блекнуть, а мир, который создаст Альфа, будет бесконфликтным, построенным на взаимных выгодах и согласии.
Возможно. Не так давно прагматизм поколения Иксов убил фантазия космоса. Зеты сейчас уже их оживляют. А люди поколения Альфа, наверное, сотрут грань между Землей и другими мирами. Хотелось бы увидеть лично. Бесконечность не предел! Это было Дженли Шоу. Скоро новые лекции. До встречи.